Абхазия, Россия и Турция – республики и держава, связывающие многие исторические факты. Мир, войны, борьба за влияние на Кавказе, экономические и дипломатические отношения. Насыщенный исторический путь предопределил дальнейшие отношения между странами. Перспективы развития Абхазии в контексте современных российско-турецких отношений. Всемирное использование возможностей – задача важная. Налаженные дипломатические и экономические связи между Россией и Турцией не могут не касаться Абхазии. Товарооборот в больших объемах налажен между Россией и Турцией. Экономические связи налажены и с Абхазией. По мнению президента Международного фонда Апсны Сонера Гогуа, товары из Турции в Россию могут идти через Абхазию. Таким образом, Абхазия может выступить в роли транзита. Турецкие бизнесмены и инвесторы работают в области туризма и сельского хозяйства. Эти связи необходимо развивать и укреплять, считает Сонер Гогуа. Кстати говоря, численность абхазской диаспоры в Турции около 500 тысяч человек. Историк и депутат парламента Сергей Шамба провел краткий экскурс истории Абхазии, начиная с 18 века. Коснулся трагических для нашей страны дат – махаджирства и Кавказской войны. Вместе с тем он отметил, что вопрос взаимоотношений России и Турции не стоит политизировать. Противоречия в прошлом не сказываются на развитии взаимоотношений между странами. Турция имеет близкие исторические, стратегические, экономические и этнические связи со всеми странами Кавказа. И ей необходимо принимать это во внимание. Уже сегодня Турция могла бы оказать Абхазии различную помощь и инвестировать в экономику. Нам предначертано быть соседями, и мы верим, что Турцию интересует не только стратегическое партнерство с Россией, но также установление цивилизованных, в том числе и политических отношений с Абхазией, что дало бы возможность исправить исторические ошибки. Президент Центра стратегических исследований, экс-замминистра иностранных дел Турции Инал Чевикис считает, что для развития любой страны необходима мирная обстановка. По его мнению, конфликты в Абхазии, Нагорном Карабахе и Южной Осетии отрицательно влияют на полноценное развитие Южного Кавказа в целом. Инал Чевикис также затронул вопрос грузино-абхазского конфликта, обозначив позицию Турции как республики, которая основывалась на международном праве. Об экономической составляющей международных отношений говорил доктор экономических наук Заур Шалаша. Касаясь вопросов экономического развития в контексте истории, он также упомянул послевоенное время, когда в отношении Абхазии были введены экономические санкции. В конце 90-х годов 20 века некоторые страны СНГ под выдуманными политическими мотивами, под давлением Грузии объявили Абхазии экономические санкции. И самое важное, на начальном этапе этого периода Абхазия и ее народ выживали благодаря поставкам промышленных и продовольственных товаров, которые поставлялись частными лицами как из России, так и из Турции. Немного позже, уже в 1998 году, правительство Российской Федерации уже в одностороннем порядке начинает смягчать режим экономических санкций. То, что Абхазия имеет немаловажную роль в сближении России и Турции, отметил и директор Института стран СНГ России Константин Затулин, который в большей части своего выступления говорил о причинах и последствиях конфликта, развязанного Грузией. О признании Россией независимости Абхазии он говорил как о новом этапе развития республики. Вместе с тем Затулин отметил, процесс признания сопряжен с высокой степенью ответственности российской стороны. Речь идет об экономической и военной поддержке нашей страны. Затулин добавил, что в развитии Абхазии также заинтересована и Турция, поэтому медлить с вопросом признания независимости нет смысла. Российская Федерация сегодня вовлечена в охрану границ Абхазии, между нами действуют договоры соответствующие, существует, функционирует посольство и так далее. И как бы мы оказываем экономическую помощь Абхазии, о чем вы все знаете. С другой стороны, совершенно логично, что, имея такую огромную диаспору в Турции, имея свои взаимоотношения с Абхазией, исторические и современные, Турция или, так сказать, отдельные лица в Турции желали бы развития отношений с Абхазией. Но возьмите часть ноши на себя. Просто возьмите часть ноши на себя, не только, когда, знаете, в известной русской сказке «вершки и корешки». Вам вершки, нам корешки. Если вы так хотите развивать отношения с Абхазией, признайте Абхазию. И перестаньте играть в эту игру, которую, в общем, играют все. Ну, в конце концов, надо же определиться.
На круглом столе также выступили директор Центра стратегических исследований Турции Хасан Канбулат и член правления фонда Апсны Октай Чкотуа. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев в своем выступлении обозначил новую веху в истории взаимоотношений России и Турции. По его словам, идет процесс налаживания стратегического партнерства. Сегодня это огромный комплекс связей в самых различных областях. За последний год произошли события, которые меняют характер наших отношений с Турцией кардинально, да, в сторону сближения, в сторону действительно стратегического партнерства. Это и важнейшие проекты в области энергоносителей, и строительство турецкого потока, и сотрудничество в области атомной энергетики. Все эти проекты, они действительно меняют геополитическую картину Европы и региона. Убеждение извлекать уроки из прошлого и двигаться дальше общее для всех. Гости круглого стола отмечают, нельзя молчать о волнующих вопросах. Проблемы, которые волнуют нас, абхазов, исторически, политически и так далее, и так далее. Потому что это наша история, судьба нашего народа. Обсуждение было блестящее. Участники круглого стола подписали протокол о намерениях между Международным фондом Апсны и Центром политических исследований в Анкаре. Асида Малля, Эльдар Дамиров, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.